Друзья, всем привет! В общем, сегодняшнее видео о переезде. Переезжаем в Краснодар. Вот сегодня я выезжаю из города Якутска. Выезжаю своим ходом на машине. И буду снимать все по дороге, рассказывать. Ну, в общем, смотрите, причин на самом деле много. Во-первых, первая причина, самая основная, это климатические условия. Климат у нас суровый, резко континентальный, Якутия, север. Вот сегодня 6 сентября 2018 года. Ночью уже 0 градусов. Уже заморозки в некоторых районах. Но у нас в Якутске еще пока нормально. Вот в Нерюнгри там друзья фотки отправляют. Уже снег выпал. Ну, оттуда мы доедем, посмотрим. Ну вот, самая первая причина — это климатические условия. Основная причина — это 9 месяцев зима. Просто сидишь дома. Морозы у нас, средняя температура 40 градусов. Почти всю зиму держится. Тепло начинается только в конце апреля. Более-менее май там уже, да, получше. Вот, в начале апреля еще снег лежит. Дети не видят ничего, сидят дома. Это основная причина. Ну а дальше так, давайте поговорим про город. Город. Начнем с того, что да, здесь можно заработать деньги. Зарплаты здесь нормальные. От 40 тысяч там это минимум начинается, я так думаю, если там в какой-то бюджетной организации работать. И там доходит, пределов нету. Кто как умудряется урвать себе кусочек. Ну, естественно, чиновники, там и говорить нечего, там миллионы. Вот. Ну а среднее население, средняя заработная плата от 40 и до 100 тысяч. Ну, в принципе, заработная плата, как в Москве, я думаю, так. Ну, естественно, цены у нас дороже намного дороже. Ну, как-нибудь по ценам потом расскажу. Ну, в принципе, может быть, получится в магазине, я немножко сниму. Зайду еще в магазин, если получится, конечно. Сейчас я еду на паромную переправу. Моста у нас нету, поэтому, чтобы мне выйти на федеральную трассу, мне нужно переправиться через реку Лена на пароме. Ну и там уже мы будем ехать до Невера. До Невера 1000 километров. До Нерюнгри 800. Ну ладно, я маленько от темы отклонился. Причины переезда все-таки. Значит, город у нас. Город грязный, честно сказать. Грязный. Хоть и убирают, там правительство за этим делом смотрит. Жить здесь очень тяжело. Это и вещи надо, и гаражи теплые надо. Допустим, вот машину на улице бесполезно ставить. Обязательно зимой теплый гараж. Замерзает все. Просто если на улице оставить машину, утром встал, ты на ней не поедешь. Все будет замерзшее. Вот. Ну, по поводу народа, местное население, якуты. Ну, что я могу сказать? Есть хорошие люди, есть плохие люди. Это как в любой нации. Я как бы не националист. У меня много друзей якутов. Поэтому эта тема отпадает.
ну, если там связано с переездом, почему вот там местное, ну, как обычно говорят, да, местное население тут задолбало. Нет, ничего подобного, все нормально, живем дружно. Ну, конечно, есть какие-то казусы, связанные там в плане принятия алкоголя, начинается там дебоширство и так далее. Есть такое. Ну, я думаю, что и у русских тоже хватает таких людей. Поэтому как бы живем с ними нормально. Вот. Ну, конечно же, основная причина переезда — это дети. Чтобы жили в тепле, ели фрукты, учились в нормальных учебных заведениях, где большой выбор при том учебных заведений. У нас, допустим, здесь вот СВФУ, раньше ЕГУ был, Якутский государственный университет. Сейчас СВФУ Северо-Восточный федеральный университет сделали. Ну, так как мы относимся к Северо-Восточному федеральному округу, Дальневосточному федеральному округу, извините, ошибка. К Дальнему Востоку полностью. И поэтому есть филиалы, конечно, там Байкальский, московские какие-то филиалы. Вот я сам заканчивал юридический московский филиал. Вот. Ну, суть не в этом. В общем, как-то так. Решились мы и будем переезжать. Примерно по сроку езды где-то около 9 дней. Якутск, Краснодар. Очень далеко, да. 9 дней, 9000 километров с чем-то там получается. Дорога очень дальняя, нелегкая. Еду один. Ну, а семья уже на самолете позже. То есть мне надо приехать и их там встретить. Вот. Ну, как бы так пока. Пока так. Ну, еще какие моменты переезда связаны. Ну, вот смотрите, допустим, недавно ездили отдыхать. Это очень большой минус такой. Это насекомые. Очень большой минус. Комары, мошкара. Вот этот вот гнус невыносимый. Просто вот поехали на рыбалку, да, видео там предыдущее снимал. Ребята, это не отдых вообще, я вам скажу. Просто сжирают. Даже вот мажешься там этими средствами, там всякими разными. Да, там они не кусают, но вот это вот лезут там в лицо, везде, в уши. А сейчас как раз такой период, когда вот эта мошкара летает. Сейчас чуть-чуть ее поменьше стало, потому что заморозки начались. Вот, но буквально там неделю-две назад просто кошмар. Вот это тоже самый такой минус. Ну и город, вот, ну вот еду сейчас, вот посмотрите, дороги у нас все в пыли, в песке. Вода этих водяных этих стоков нету, вообще нигде нету. Дождь сильный пройдет, город в лужах, весь в лужах, в грязи. То есть вот это вот весь песок этот смешивается с водой и просто грязище. Вот. Допустим, ну в плане красоты, камера природы там 800 метров. В плане красоты, там, природы, да, здесь есть очень красивые места, такие как Ленские столбы, там Синские столбы, Верхоянские горы, там, ну, много, очень много красивых мест, но опять же, ребят, туда добираться, это не просто так, сел на машину и поехал, и ты там отдохнул, как, допустим, где дороги есть, там, на юге, в Грузии, там, в Абхазии и так далее, много там кемпингов, всяких гостиничных комплексов, где можно остановиться, отдохнуть. Здесь дикая природа, дикая. Туда уплыли, уехали. Там, ну да, сейчас там делают базы, кто-то старается как-то развить цивилизацию, базы отдыха, но
опять же, это стоит очень больших денег. Просто не каждый себе может позволить. И за все это время я прожил в Якутии с 80-го года, родители сюда переехали. Я здесь вырос, я здесь учился, друзья и так далее. И за все это время я только 2 раза был на Ленских столбах. И то в 2000 году мы переезжали и вернулись сюда обратно. Потому что конец 90-х, начало 2000-х годов. Работы нигде не было. Уезжали тоже на юг. Но это я еще был не женат, с родителями. И годы молодые, друзья все здесь, потянуло меня обратно, я вернулся. Родители, естественно, за мной. Вот о чем я, о красоте, да. Чтобы там насладиться этой якутской красотой, надо вам ехать далеко. Это тоже самый основной минус. И просто на машине, допустим, на легковой, не во все места проехать можно. Нужна подготовленная техника, джипы, там, лодка, не знаю, болотоходы, все что угодно, но просто добраться туда, сел на машину и поехал, невозможно. В плане рыбалки, там, охоты, мы ездим, рыбачим. И, как правило, благородную рыбу не поймаешь, потому что за ней надо опять же ехать далеко, ближе к северу, на север. Такая рыба, как, допустим, там таймень, нельма, чир, муксун. Ничего этого здесь, в пределах города Якутска, нет. Сорная рыба, щука, окунь, сорога, подъязики там ловили мы недавно. Вот это есть. А благородная рыба на рынке за бешеные деньги. Килограмм нельма, допустим, 1200, по-моему, стоит, если не больше. Давно не смотрел, и не брал. Чир 800, там, зимой, конечно, там подешевле, когда начинается привоз, завоз, там, от 600 рублей килограмм за чир. Но все равно, ребята, согласитесь, 600 рублей за килограмм рыбы. Берешь это одну рыбку, и она вытягивает почти на 1000. Как бы не шиканешь. Поэтому я говорю, здесь очень дорого. Все очень дорого. На ценах мы остановились. Давайте поговорим про жилье. Цены на недвижимость космические, ребята. Конечно, не так, как в Москве. Но, естественно, и Москва, столица России. 200 метров. Но, тем не менее, цены кусаются. Допустим, однушка ближе там к центру. Как у нас центр, ребят, у нас центр это одна улица. Центр города. Город маленький. Население там официально 400 тысяч человек. А неофициально там, не знаю, 500 будет, не будет. Но город маленький. И цены на однушки, допустим, начинаются от 2 миллионов. Это где-то там в захолустном районе. Если брать, допустим, центр города, там однушка будет от 3 и выше. Что там говорить, от двухкомнатной и так далее. Дом, ребят, насчет дома это отдельная тема. Чтобы здесь дом содержать, я не знаю, это не так просто. Во-первых, участки у нас очень дорогие.
Во-вторых, это подвести газ, это очень дорого. Ну и, честно скажу, по домам я не знаю цены, но смотря в каком районе, но я думаю, что миллионов 10 это в бригаде, это точно. Вот так вот. Ну, так вкратце рассказал про основные минусы переезда. Это, конечно, климат. Климат и вот эти вот насекомые. Ну и как бы, да, здесь уже начинает сложно начинается жить. Не начинается, а стало, конечно, стало сложно жить. Еще пример такой, что, допустим, почему в Краснодар? Потому что там сел на машину, поехал на море, отдохнул, сел на машину, поехал уже там Абхазию, Грузию, сел на машину, захотел, поехал в Европу. Расстояния не такие большие. Здесь поехать некуда, просто вот некуда. Я сел на машину, поехал 70 километров, у меня теща живет в Покровске. Все, дальше просто незачем ехать. Для чего? Только рыбалка или охота. Все. Где-то там погулять, походить, такие места там красивые, да, как в Грузии, там замки, не знаю, там города вот эти старые, ну интересно. Вот я был в Европе, в Хорватии, просто вообще, ребята, там машина не нужна, там ходишь, гуляешь и наслаждаешься. Здесь погулять негде, просто даже в самом городе Якутске, что там 3 площади, там 4. Один парк задрыпанный, маленький. И все, и ходим мы в этот парк. Куда пойдем гулять? Ну вот в парк. Уже до того приелся этот парк, что невыносимо. Ну и, конечно же, город маленький, поэтому нет красивых, прикольных мест. Вот поэтому мы решились на переезд. Почему Краснодар? Потому что там тепло. У нас зима 9 месяцев, там 9 месяцев лето. Ну, к примеру, я так утрирую, конечно. Но в октябре уже выпадает снег. И в мае только там в конце начинается тепло. Представляете, да? А в Краснодаре зимой плюсовая температура. Вот такие вот дела. Ну, в общем, как-то так. Смотрите, следите, не переключайтесь.